Коми появятся две новые пожарно-химические станции. Часть спецтехники уже поступила в регион. На ее приобретение в рамках соглашения Россельхозом за счет федерального и республиканского бюджетов выделено 80 миллионов рублей. Евгений Ракин уже успел увидеть вездеходы в действии. В Коми уже прибыли 7 бульдозеров, 2 вездехода, 4 сидельных тягача с полуприцепами тралами и 6 автомобилей УАЗ. Остальная техника поступит в феврале-марте. Сейчас специализированный транспорт базируется на территории Карткиросской пожарно-химической части. И хотя лето 2012 было дождливым, бульдозеры и вездеходы успели себя хорошо зарекомендовать. Мы выезжали в Князь-Погодский район, тушить машину я отправлял в Томь. Вывозили мы оттуда парашютистов, где добраться. Выезжали в большом составе в район Чабица, это граница с Пермской областью. Новые ПХС модернизированы, например, КАМАЗы уже полноприводные и прицепы тралы в комплекте. А плавающие снегоболотоходы выше и отличаются лучшей проходимостью. Ширина гусениц за счет резиновых вставок увеличена в 2,5 раза. Водитель вездехода Анатолий Белозеров уже испытал тайгу. В отличие от закрепленного ГАЗ-34-039, она имеет целый ряд преимуществ. Сама вибрация меньше, и обзор лучше. Притом проходимость повышена, она как он по снегу свободно идет и по болоту, не меньше тонет. Лебедка вот у нее очень хорошая. Ну и плавает она отлично. Вместимость 14 человек. Пассажирам внутри тепло и удобно. Плотная дверь, зимние стеклопакеты, утепленный салон. Комфортные условия даже при минус 50 за бортом. Плюс мягкие спальники для отдыха личного состава. Всего этим летом защищать главное богатство республики будет 75 единиц техники. Полученные ПХС разместятся в Емве и Кайгородке. Силы пожаротушения распределены таким образом, чтобы прикрыть южную и центральную части Коми. Здесь находятся наиболее ценные лесные массивы. В общей сложности у нас тогда станет 5 пожарно-химических станций. Я напомню, что сейчас они есть в Троицко-Печорске, в Карткиросе, в Кослане. И вот эти две новые в Кайгородке и Венве. Можно будет считать, что этих сил и средств достаточно для своевременного реагирования и тушения сложных, крупных лесных пожаров. Скоро заработает и учебный центр по подготовке пожарных парашютистов. Обучение пройдут как действующие специалисты Коми, так и десантники соседних регионов страны. Это около 90 человек, работники лесопожарного центра. Также у нас есть заявка на подготовку парашютистов пожарных уже с Карелии. Вот, в рамках подготовки мы будем проводить теоретическую, практическую подготовку, сдача сложных экзаменов, прыжки, спуски. Первые тренировки начнутся уже в феврале. Прыжки с парашютом и спуски с вертолета запланированы на базе Карткиросского района. Евгений Ракин, Олег Костромин, телеканал Юрган.